kanalga hoş geldinler. Biz bugün pavuk turuyla Блог түсіреміз, иә? Ya. Глаза закрывай. Видео включаем. Все. А что в глаз не может залезть? Да, он не залезет туда. Ну как, нормально, клево? Круто! Посмотрим, детки. Отлично, Скорпион, да? хорошо. Какой? Первый. Нельзя смахивать и нельзя убивать на самом деле. Вот сейчас внимательно, пожалуйста, посмотрите. Видно его? Вот смотрите, что я сейчас сделал? Что он делает? Что он сделал? Видели? Своим хвостиком что сделал? Нанес. А удар где попал? Куда удар пошел? Именно в тот предмет, который ты ему что сделал? Скрепить. То есть, если я сделал вот так, то у меня будет гол. Значит, нельзя смахивать. Теперь, бывает такая ситуация. Вот, на своем теле вы увидели паука. Давайте я вам расскажу этот способ. Вам это рассказали, правда? Вот как бабушка рассказала, а вы в это что сделали? Поверьте, у вас в Павлодарской области живут южно-русские тарантулы. Вот. И вам рассказали, что они прыгают, отпрыгивают. Но в этот момент, когда обратил себя опыт, что паук прыгает на него. И это его что сделал? Накуда? Он пришел домой, испугался. Наблюдаем за его поведением. Смотрите. Помните, я вам вначале говорил, что пауки какие? Плохо видящие. Он как ощущает предмет? Тактильно. Но есть пауки, которые хорошо видят. Они как информацию получают? Зрительно. Этот получает информацию тактильно. Смотрим. Данное движение сейчас представляет для него какую-то опасность? Нет. Как он сейчас ведет себя? Спокойно. Какую-нибудь агрессию в данный момент он проявляет? Подождите, движение что не представляет? Опасно. То есть он что просто сейчас? Хорошо. Ага. Эти движения плавные и аккуратные, которые, а эти движения не пугают. А сейчас что это делать? Ого-го! Да. Опа, что происходит? Слышали этот звук? Это удар хелицером. Ничего себе! А теперь смотрите, какие движения я делаю? Агрессивные. Резкие движения? Да. И они что его делают? Гад. Ага. Вот смотрите, себя паук в каком состоянии? В агрессивном. А теперь следующее. Сейчас это движение уже какое? Что произошло тут? Магия. Не, я вам сейчас объясню, почему это происходит. А почему в данный момент он сейчас эту агрессию не проявляет? Потому что вы спокойный, плавный. Да, сейчас я делаю какие-то движения, которые могли бы его напугать сразу. Как я веду себя? Спокойно. Если на вас садится оса, как мы должны вести себя? Спокойно. Да. А если рукой вот так делать, оса вот сделала, да, то есть как я только что рассказал, можно проявить это. Обратите внимание, главное сохранять спокойствие. Далее. Я вас пойдем повторим. Адекватен, да? Давайте его верну, назад посажу. Давайте покажу вам. Поведение поменялось. Обратили внимание, как быстро поведение поменялось? Сейчас я вам все это объясню, почему так произошло. Смотрим один. Но мы помним, он слеп и как информацию получает? Тактильно. Если он был бы зрительно, то это у меня бы не получилось. То есть он зафиксировал бы зрительно этот фокус внимания объект, который продолжал бы что его выслеживать. Да, вспомните, было у вас такое или нет? Хорошо? Укус у пауков, я говорю про ваших квартирных, домашних, вот эти мелкие бегают. У них укус безболезненный. Что это значит? Если он вас укусит, вы не почувствуете ничего. Не заметите такой вещи. На место укуса появляется красное пятно, вокруг может покраснение быть. Отечность при укусах пауков сильная не наблюдается, может образоваться что-то шишечка, и она будет чесаться. Она весь день начинает зудеть. Какие места? Часто это бывает здесь, боковые места, потому что, смотрите, вот ходит вино, как раз прижали паука, который я сделал. Он укусил, потом начинает чесаться, убегает в него на улицу. Я пауков для человека снимать. Он сейчас поздно пойдем,
как нам нужен витамин. Вы увидели вас? Вы в этом поверили? А? Мы увидели, он никакой агрессивный. Это говорит про убеждение и веру. Вообще, вот убеждение – это важный ход нашей с вами жизни. Они предопределяют наше поведение, наши поступки и, самое главное, наши эмоции. Вот давайте вам постараюсь объяснить на примере с мужчинами и разберем позитивные эмоции и негативные. Начнем с позитивных. Убеждение, да? Вот представьте себе продавца в магазине. Вы ставили? Он хозяин является. Смотри. Да, я видела, я тебе хотела показать. Глазки вот, видишь какие? Вот утром спускается паук. Как вы думаете, что он будет себе воображать, представлять в этой ситуации? Да, совершенно. Знание, расскажи мне, как надо вести себя, если на тебя садится оса и заползает паук? Как ведем себя? А теперь покажи мне это спокойствие. Молодец. А теперь наблюдай за почкой. Как паук себя ведет? Какие у него лапки? А, лапки по ощущениям какие? Теплые, мягкие. Ага. Не боишься, доча? Обращал на тебя хоть какое-то внимание? Нет. А почему он был так спокоен? Говори. Потому что ты не подвергала его жизни ничего опасности. Ты его не обижала. Локоть. Готова? Смотри, так, отлично. Молодец. А теперь фото на память. Держи. Все. Кто тебя фотографирует? Я фотографирую. Повернись вот так. Отлично. Все. Молодец. Классно. Ну как? Нормально? Так. Не боюсь. Что сегодня будет много покупателей. А теперь обратите внимание, его мысли позитивные. Да, он это что делает? Верит. И они становятся предвкушением хорошего торговца. К концу рабочего дня он подсчитывает удачу. На самом деле он не получил удачу. На самом деле эта удача принесла его, Кожицы, я. Смотрите, кожа сая, паук. Я кожицы. Ну что, ма? Я. Она у нее. Париха бант. он мне давай рассказывать. Там паук меня хотел прыгнуть. Обратите внимание, когда он открыл дверь, будучи убежден. Да, и этот образ его напугал. Он напугал, потому что делал. Дверь, да. А теперь вопрос, откуда у него появился этот страх? Почему у бабушки? Да, у бабушки был сундук. А в этом сундуке она хранила конфеты. Кім бұл кітапқа қорқады? Комментарий жазыңдар. Мен қорқпаймын, мен оны басымда. Я кім пауктардан қорқады комментарияға жазып айтыңдар. Мама представилась? Нет, она решила придумать страшилку, она не сказала. В этом сундуке пауза. Если ты туда полезешь, он вылезет, прыгнет, что тебе сделать? Да, когда ему мама рассказывала, Мама, смотри, сбежала. не используй, а страх преодолевать. Давайте в очередь устраиваемся. Один. Кто первый? Давай. Ага, давай. Рассказывай, как надо вести себя. Спокойно. Вот ложечку. Как паук ведет себя? Спокойно. А теперь вопрос, почему он так спокойно ведет себя? Отвечайте, почему? Потому что он не чувствует это. Да, все верно. А если бы он почувствовал опасность, что бы он сделал, вы знаете? Нет, он не кусался. Видите сердце на попе? В случае опасности он начал бы эти волосики себя бы чувствовать, а эти волосики вызывают, как будто вы крапиву в руках подержали. Ну, такая. Поэтому, чтобы этого не произошло, чего делать нельзя. Те действия, которые могут стать причиной его агрессии. Вот так вот.
Если на лицо захочешь, можно на лицо. А теперь фото на память. Потому что он мальчик. Нет, это девочка. Не, паук. Где какой? Не лапами, он хелицерой наносил удар свой. Звук это был хелицерой. Они сбрызгали свою ягоду? Нормально? А какой он по ощущению был? Чуть-чуть дальше? Ага. Сейчас следующий кто готов? Готов? Мадина. Давай. А, вот здесь, да? Адилхан қалай? Күшті болды ма? Все, зрители, преодолели. Ну что? Смотри, петло. Они чисто это Да, то есть если их не обижать, не причинять им вреда, то они... Что нам в ответ? О, глаза закрывай. Назад. А, ну отсюда, да. Все, отлично. О, паутинка. Все. Сфоткали? Ага. Ну спроси, это кожа или нет? Спроси. Спроси, это кожа или нет? Суши екен, е? Ну, хороший. Колы дәрмен ішеді осылай. Ну, ничего, ничего. Сендерге біздің влогымыз ұнады ма? Мен енді қорықпаймын. Мен қолыма жүрді, басыма жүрді. Мен енді қолыма жүрді, басыма жүрді. Мен мүлдем боқтардан қорықпаймын. Бәріне пока-пока. Келгенде мен қорқатын едім вообще. Типа, ол вдруг выберется и маған секіреді.